Друзья, всем привет! Ну что, как и обещал, сегодня я запилил шикарное видео на шикарную машину, которую, я думаю, многие ждали. Итак, это Toyota Alphard второе поколение. Радуйтесь, наслаждайтесь, кайфуйте от обзора. Сегодня будет очень много информации, очень интересная машина. Имеет кучу функций, кучу модификаций. В общем, смотрим. Давайте для начала пройдемся по кузову, посмотрим, насколько он большой. А он действительно, он стал чуть-чуть шире, но при этом чуть-чуть ниже относительно предшественника, относительно первого Альфарда. И в машине, не знаю, насколько это ощущается, но вроде бы как стало больше места. То есть машина стала пошире, при этом чуть ниже, и за счет этого, я думаю, она стала реально круто смотреться. То есть он уже не смотрится как какой-то банальный холодильник, он смотрится как такой бизнес-автобус, да, на котором можно возить серьезных людей, и вполне себя не ущербно они будут чувствовать. Особенно это, конечно, можно сказать про третье поколение. У этой машины бывает мотор 2,4 литра, 170 лошадиных сил, и мотор 3,5, это целых 280 лошадиных сил. Последний мотор, который 3,5, это у нас V6, соответственно, V-образная шестерка. Бывает версия передний привод, бывает версия полный привод. Полный привод здесь интеллектуальный, так же, как и на большинстве подобных автобусов. То есть в основном машина едет на переднем приводе, и когда это требует ситуация, у нее включается задний привод, подключается, и машина начинает ехать всеми четырьмя колесами. Также, конечно же, у нас бывает гибридная версия. Полноприводная версия у нас ездит на гибриде, а передний привод у нас ездит на коробке автомат. Ну, делайте выбор уже далее сами. Итак, ребят, что я могу, в принципе, о нем вам рассказать? Сиденье с электрорегулировками. И мы сейчас говорим не о передних, а о задних сиденьях. То есть помимо передних, я вам сейчас все это еще покажу, у него и задние сиденья с электрорегулировками, да. Прикольный рассеиватель света. Вот такие вот полосы, видите, которые идут над воздуховодами. Две полосы с каждой стороны, соответственно, это у нас подсветка. Она очень крутая, попробуем ее показать, если будет видно. Стоит датчик влажности для того, чтобы управлять микроклиматом в этом автомобиле. Также есть подогрев сидений, и есть версии с 18 динамиками. То есть, представляете, целых 18 динамиков. Блин, они здесь везде спрятаны, но если действительно обратить внимание, то мы это видим уже несколько. То есть раз, два, там, третий, четвертый, пятый, я полагаю, еще во всех дверях они понапичканы, шестой, седьмой, ну, как бы их здесь много. Сейчас переместимся на место водителя. Итак, что же мы имеем? Давайте по факту пройдемся. Кнопок, как видите, ну, огромное количество. Смотрите, здесь, в этой машине, очень много систем стабилизации, курсовой устойчивости, предотвращения столкновения, круиз-контроль адаптивный. Я, кстати, вот не посмотрел, там есть ли датчик на улице. Если есть датчик, то, соответственно, это адаптивный круиз-контроль, который может цепляться за впереди идущую машину и, соответственно, увеличивать или уменьшать скорость относительно ее. Вот, далее. Что же мы конкретно здесь видим? Это у нас мультируль, да, управление, вы знаете, магнитолой, настройками какими-то, да, бортового компьютера, и, соответственно, отвечать на звонок можно. Это бесключевой доступ, кнопка старт. Естественно, двери тоже снаружи с кнопочками, то есть можно открывать, закрывать дистанционно. Управление электродверьми. Они у нас находятся немножечко... Управление багажником, то есть можно открыть, закрыть багажник этой кнопкой, и, соответственно, две электродвери задние, то есть их можно открывать и закрывать этими кнопками. Ну, то есть вот, смотрите, я вам сейчас все продемонстрирую. Давайте откроем две электродвери. Это выглядит вот так. И это действительно очень круто. То есть обе двери открылись. И теперь мы попробуем открыть, закрыть багажник. Ну, вы видали? Это очень круто, это очень круто. То есть можно сидеть, представляете, да, если вы работаете в такси на такой машине, в элитном такси реально круто на такой тачке будет. То есть вы подъехали, нажали кнопочку, открыли багажник, закрыли, двери точно так же, оп, у вас все запищало и все закрылось. Да, пиков, конечно, безумное множество, но это техника безопасности. Дальше.
Классная стандартная магнитола, заводская, с управлением климатом, AUX, естественно, здесь есть жесткий диск, музыка, телевидение и все остальное. Классный климат, который многозонный, то есть у каждого пассажира, как видите, в принципе, у них есть воздуховоды. Кстати, у Эльгранда их по два. Я вам рекомендую посмотреть обзор дело Эльгранда, правда он старенький, 2002 года, но тем не менее интересный. Посмотрите, вот ссылочка сейчас справа вверху вот здесь появится, можете по ней перейти и посмотреть этот обзор. Вот. Дальше, что у нас еще интересного здесь есть? Это у нас, так полагаю, пепельница. Ну, это не пепельница, да, это какая-то хранилочка, розетка на 12 вольт. Соответственно, можно заряжать телефон. Здесь у нас хранилочка 2. Здесь у нас подстаканники, хранилочка 3. Где у нас еще есть хранилочки? Ну, естественно, бардачок. Бардачок, в принципе, адекватный, нормальный. Здесь у нас еще один бардачок, хранилочка, просто жесть. Японцы так любят вот эти вот всякие кармашки. Это круто на самом деле. Также в этой машине присутствует система автопарковки. То есть можно задать за счет задней камеры ориентацию, скажем так, да, и машина в этих пределах сама запаркуется. Розетка на включение и выключение вольтажа сзади, то есть можно включать, выключать. Режим AFS, то есть это адаптивные фары, когда вы поворачиваете руль вправо, соответственно, поворачиваются и фары. Тахометр очень информативный, реально, он запоминающийся, он классный. Вот эти синие стрелочки, они прям классно смотрятся. Включили свет, выключили свет. Давайте попробуем заглушить и посмотрим на количество лампочек, которые здесь присутствуют. Посмотрите. Да, здесь есть эко-режим, соответственно, он пытается экономить наш бензин. Смотрите, что интересно. Когда я заглушил машину, вот сейчас заглушу, и даже монитор второго ряда, он сам прячется. Соответственно, завожу, и он опять же сейчас должен вылезти. Эй, вылазь. Вылазит, смотрите. Круто. Динамики. Попробуем погазовать немножечко на ВАЗ-6. Звучит приятно. А вот у нас и регулировка сидений, то есть точнее память сидений. Смотрите, что касается переднего пассажира, у него есть даже атаманка. Ну, наверное, знаете, это такая штука, выдвигающаяся для поддержки ног. Естественно, это есть и у задних пассажиров. И сейчас давайте мы переместимся как раз-таки назад. Здесь очень много всего. Так, дверь сама открылась. Я лишь ей помог чуть-чуть. И смотрим. Итак, регулируемая спинка сиденья. То есть можно ее наклонять назад и выдвигать, соответственно, вперед. И регулируется атаманка. Вот она поднимается. И кайф, ребят. То есть я как царь царей могу, в принципе, сесть. Блин, ну здесь круто. И, кстати, здесь поудобнее, чем в Эльгранде. Но это еще не все. Смотрите, вот такие вот штучки, которые мы здесь видим. Как вы думаете, для чего они? Естественно, они для ваших ног. То есть, давайте немножечко я сиденье это отодвину. Я его не отодвину, потому что сзади у нас третий ряд, он мне мешает. То есть, ну, суть вы поняли, в принципе. Вот так вот сел и едешь. Ну, кайф же. Действительно кайф. А можно убрать вот так, оп. И, в принципе, атаманки. И, в принципе, атаманки достаточно. То есть, ноги вот так лежат. Это круто. Места здесь реально много. Здесь две розеточки. Можно купить переходники. Такие, знаете, да, японские 12 вольт. И подключать, соответственно, какие-то устройства. Тот же самый телефон. Здесь вот такие вот подстаканнички спрятаны. Удобные. Подлокотник есть. Два подлокотника, естественно. Вот он внутренний и, соответственно, внешний подлокотник. Все это очень удобно выполнено. Здесь, если мы хотим, мы нажимаем кнопку, и дверь наша закрывается. Оп, все. Дверь закрылась. Если нужно, мы можем... стекло нам заблокировали спереди. Ну, в общем, стекло можно опускать и поднимать. Кстати, вот еще один динамик я нашел. Далее управление печкой, соответственно, климат-контроль, кондиционер. Люка здесь у нас в этой версии нету. Тут у нас очень классный дисплей. Жалко, он не такой, как надо. Ну, вы поняли, о чем я.
Подсветка салона. Вот то, о чем я говорил. Я думаю, это видно. Она меняет свою яркость. Сейчас вот так сделаем. Оп. Вот, максимальная яркость. Ну, это, конечно же, сейчас очень слабо заметно, потому что сейчас светло, но когда будет темно, это будет классно смотреться. Так, давайте теперь переместимся, наверное, на третий ряд, посмотрим, что же там. Аккуратненько вот так мы пролазим. Солнечные лучи нам сегодня пытаются мешать, но тем не менее, я думаю, у нас все получится. Итак, вот мы залезли на третий ряд. Как вам видно? Я думаю, все отлично. Смотрите, у нас на втором ряду вот такие вот поддержки. Поддержка вот такая вот классная для головы. У нас воздуховоды, у нас подсветка воздуховода везде есть, на каждом ряду, соответственно. И третий ряд, он также двигающийся, как и второй. Ну, на такой машине это обязательно. То есть здесь также наклоняется спинка. Тут реально можно лечь. Смотрим. Вот она. Спинка опустилась, да, то есть я опустил спинку. Посмотрите, как это делается. То есть вот насколько она опускается. И вот так мы ее раз и подняли, соответственно. Все. Друзья, но после нескольких раз пользования этой машиной я вот сейчас уже понял, что гораздо удобнее и комфортнее, наверное, и проще будет перемещаться вот здесь между сиденьями. Конечно, это зависит от комплекции человека, но лично мне проще пройти вот здесь, нежели за сиденьем. То есть это гораздо проще и удобнее. Полагаю, японцы так и задумали. Они все люди в основном маленькие, им это делать легко. Итак, идем в багажник. Посмотрим. Да, это V6, кстати, у нас версия. Это значит у нас 3.5. Не зря он классно звучал, этот аппарат. И посмотрим на багажник. Вот такой у нас багажник. Естественно, у нас складывающийся третий ряд. Я сложил. Его можно точно так же, как и на большинстве, в принципе, японских автобусов, приподнять вот так на бок, зацепить вот за эту ручку. И, в принципе, точнее не за эту, а вот эта штучка, да, эта клипса, она залазит вот сюда. Ну и, соответственно, третий ряд у вас откроет полноценный багажник. То есть можно ездить вчетвером и накидать кучу сумок. Второй ряд, опять же, он двигается, его можно пододвинуть максимум вперед. Эти сиденья закинуть на бок, и у вас, естественно, откроется уже достаточно большой багажный отсек. Оп. Давайте еще раз пройдемся. Так, у нас здесь есть кнопочка. Не будем колхозить. Мы нажмем вот так кнопочку. И все. Очень все удобно, комфортно закрылось. Я прям вижу, как эта машина работает в элитном такси где-то в Москве. Забирает VIP-пассажиров, и они достаточно с комфортом едут по Москве по своим каким-то делам. Ну, естественно, и машину такую можно для личного пользования. В Японии в основном так оно и есть, так и представлена эта машина. То есть семейный такой шикарный автобус. Давайте еще посмотрим настройки пассажирского сидения. То есть здесь есть регулировка. Передний ряд я вам еще не успел показать. Смотрите, выдвигающаяся оттаманка. То есть передний пассажир может поднять вот так, может при этом опустить спинку сиденья и отодвинуть сиденье назад. Дальше не отодвигается, уперлась во второй ряд. То есть, в принципе, достаточно комфортно можно передвигаться. Очень массивная передняя панель, посмотрите, здесь реально до стекла не достать. То есть вот моя длина руки, мне не хватает этого. Машина очень поменялась по сравнению с первым поколением. Да, она очень поменялась. Кстати, смотрите, обзор на первое поколение. Ссылочку вот оставлю здесь вверху справа. Камеры. Обязательно нужно упомянуть. Посмотрите, здесь камеры передняя, и выполнена она немножечко в ином стиле. То есть она уже смотрит так же, как и задняя. Сейчас давайте сядем в салон и посмотрим, как это работает. То есть на первом Альфарде, если помните, там были две камеры, да, которые смотрели в разные стороны, влево и вправо. Мы нажимаем драйв, и вот что мы видим. Сейчас закрою дверку, чтобы не пищало. Оп.
Итак, что мы, друзья, видим? У нас есть вот такая вот штука. Мы видим левую дверь, то есть как на Фуге, помните, как на Фуге есть левая боковая камера для того, чтобы понять, не зацепим ли мы бордюр. Ну и, соответственно, спереди камера, она нам очень объективно все показывает, то есть просто можно ехать вперед и смотреть. Кстати, ее можно запросто использовать при обгоне. Ну, не знаю, конечно, как вот этот момент будет показан, да, то есть здесь темно, но, в принципе, ее можно использовать при обгоне. Ну и, соответственно, вот задняя. Очень огромная камера, то есть, если честно, такой прям зум капитальный. А теперь давайте попробуем сделать парковку. Система, которая сама поворачивает руль. Сейчас попробую вам показать, как это работает. Вот, допустим, нам надо припарковаться вот сюда. Мы выбрали траекторию, то есть машина должна встать сюда. Нажимаем ОК. И смотрите, я просто держу тормоза. Вот моя рука, машина рулит сама. То есть, смотрите, я регулирую только лишь газ. Так, руль сам начинает крутиться. Вот она, машина начинает парковаться. Здесь это выглядит вот так. Оп. Смотрим. Ну, это реально круто. Это круто. Посмотрите, как это выглядит. Оп. Кайф, да? Я, конечно, понимаю, что это не самые прям последние технологии, но в такой машине это очень нужная штука. Вот. И, в принципе, все. Мы припарковались, как нам нужно. Единственное, руль не вывернулся, но вот. Наверное, я чего-то не знаю. Полагаю, те, кто умеет пользоваться, ну, кто будет пользоваться этой машиной, те, кто научится, это очень удобная штука, потому что, ну, на такой машине, знаете, как бы шаг влево, шаг вправо, это, конечно же, важно, чтобы не зацепить ничего. Сейчас поставим ее на место. Ребят, закончилось место на GoPro, представляете, приходится снимать на телефон. Посмотрим, что там в итоге получится. Машина супер. Давайте еще раз пройдемся. Поглядим ее. В общем, ребятки, я надеюсь, вам понравился сегодняшний обзор. Простите, что пришлось закончить на телефон. Ставьте пальцы вверх, лайки ставьте, подписывайтесь, пишите комментарии, как вам был обзор на данный Альфард.